5 лет назад в Якутске открылся экспозиционный зал «Материнская слава Якутии». Зал стал данью уважения матери, труженицы, государственному деятелю. И здесь можно узнать о том, какую роль играют женщины в жизни нашей республики. Экспозиционный зал «Материнская слава Якутии», так он правильно называется, мы создали в 2017 году. Это наш общественный проект общественной организации «Матери России», его регионального отделения. Цель – воспитать у молодежи любовь и уважение к матери, как высшей созидательной силе нашего общества, и обучить ее на истории наших жизнедеятельности наших прославленных женщин Якутии, о том, что можно сочетать успешно материнство с профессиональной деятельностью. Этот музей, он у нас уникальный, единственный в России. Посетители здесь бывают из разных тоже регионов, посещают к нам. И всегда с интересом и с восхищением даже, что есть такой, оказывается, музей материнской славы. С 2017 года по 2022 год наш музей посетили 4535 человек. Этот музей стал центром воспитательной работы среди наших педагогов. Близлежащие наши школы, школа номер 5, школа номер 2, 26, здесь проводят классные часы, посвященные Дню матери, Дню девочек. Это очень познавательно, во-первых, здесь. И, конечно, этот музей, мы его коротко называем музеем, сочетает в себе музейные методы оформления с информационными технологиями. Например, здесь в информационном нашем киоске в электронном варианте есть данные о тех проектах, с которыми мы работали. Последний проект называется «Бессмертный материнский подвиг». Мы с этим проектом выиграли грант Министерства молодежи и социальным коммуникациям. Этот проект посвящен был тем матерям, которые в годы войны направили на фронт своих сыновей. И в этом проекте участвовало 6 улусов. Мы всю республику не могли охватить, а выборочно взяли 6 улусов, которые были участниками этого проекта, и они провели такую поисковую работу, молодежь, ветераны, члены движения «Матери России». И именно выявляли, какие матери, сколько сыновей своих направляли на фронт, и потом, как сложилась их судьба. В экспозиционном зале создана невероятно теплая душевная атмосфера. В зал «Материнская слава Якутии» человек заходит очень трепетным ожиданием узнавать что-то очень такое для себя близкое. Когда заходите, вас встречает чарон якутский. Естественно, там кумыс, сделан рукой женщины, матери. Слева древо жизни. Когда в этот светлый зал заходим, мы видим указ первого президента республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева от 2 сентября 1993 года. Указ о восстановлении Дня матери. Первый президент нашей республики является примером величайшего преклонения перед матерями. Он установил у нас в республике День матери, День отца, День родного языка. Вячеслав Анатольевич Штыров, Егор Афанасьевич Борисов, как руководители республики, сделали очень много. Наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев объявил этот год Днем матери. Нынче у нас очень знаменательный год. В этом году исполняется 100 лет образования Якутской АССР. Мы, более взрослое поколение, помним имена Веры Синеглазовой, Доры Жирковой, Марфы Потаповой, Габышевой и Раисы Израилевны Цугель-Амосовой. Очень интересное название экспозиции «Будущее нации в руках матерей». Знаете, когда семья, как династия, как род большой, когда детей много и друг к другу воспитание относится очень тонко и от души, тогда семья, естественно, становится очень такой крепкой. И семья Кулаковских.
Этот род вошел от Алексея Елисеевича Кулаковского, экс-секуляр Алексея. Сегодня как раз наша республика гордится вот такими крепкими многодетными семьями. Общественных деятелей матерей республики, их очень много. Андросова Ионова Мария Николаевна. Она родилась в егидейском наследии Татинского улуса. С молодых лет стала известна в Якутии как талантливая исполнительница народных песен и аланхо. Вышла замуж в 1893 году за народовольца, который проходил политическую ссылку в Татинском улусе. Она была помощницей и у Эдуарда Пекарского, и Виташевского. Она награждена малой золотой медалью Русского географического общества. И мы подходим к экспозиции «Бессмертный подвиг матери». Из Якутии во время войны было мобилизовано 62 тысячи наших мальчиков, парней, отцов, да. И из них мы потеряли 37 тысяч. Более половины остались за нашу свободу, за нашу победу именно на полях этих войн. За этими цифрами огромное горе нескольких тысяч матерей. Из Нюрбинского улуса Марфа Николаевна Захарова проводила на войну 9 своих сыновей. Из них вернулись 2. А из Алекминского района мама Прасковья Лаврентьевна Пшейникова проводила на войну ковать победу своих 7 сыновей и не дождалась никого из них. Я здесь хочу познакомить вас уникальным портретом Ирины Михайловны Кривошапкиной. В 1857 году она родилась и отсюда ушла от нас в 1958 году. Это 101 год ей было. Она отправила на войну 6 сыновей, 4 зятьев. И на поле боя она потеряла 2 своих сыновей. Ирина Михайловна в 60-летнем возрасте родила 11-го ребенка своего. А в 61-летнем возрасте родила последнего своего родного 12-го ребенка. В 1947 году ей было присвоено звание «Мать-героиня». И вот когда, значит, мы презентовали этот проект, был приглашен сын героя Советского Союза Федора Охлопкова, снайпера нашего, да, Роман Охлопков. И он рассказал, значит, когда Федор ушел в войну, у него уже был ребенок. Первый ребенок родился, первенец. Жена осталась беременной. Она родила и дождалась своего снайпера Федора Хлопкова, уже героя потом, уже героя Советского Союза, да. И потом, после войны, они родили и воспитывали еще 8 детей. Вот 2 героя, я не знаю по истории Советского Союза, России, Якутии, уж точно нет. Значит, есть семья героев, которые отец герой Советского Союза, мама, значит, мать-героиня. И вот как раз сын говорит, в нашей семье мальчиков воспитывали как защитников Отечества, а девочек мама наша воспитывала как хранительницы очага. Звание матери-героини был учрежден указом Президиума Верховного Совета. Самые трудные годы нашей страны – это 8 июля 1944 года. А в нашей республике звание матери-героини было подписано 7 мая 1945 года. Сегодня наша республика единственная в России имеет статус указа матерей-героинь. Экспозиции есть, где дети прославляют своих родителей. И вот здесь мы видим очень известное фото наших олимпийских чемпионов и призеров, да, Романа Дмитриева, Павла Пенигина.
Александра Иванова. Победоносные эти фотографии мам. Очень много спортсменов прославляют тоже имена своих матерей. У нас достаточно много героев Паралимпийских игр, призеров. Вот как раз мама Насти Диадоровой, Людмила Николаевна. Балынец Владимир Андреевич, тоже серебряный призер лондонских игр. И вся страна гордится. Артахинова Ольга Петровна – это мама Степаниды Артахиновой. Она у нас дважды призер 2 Паралимпийских игр. Деятельность музея не стоит на месте, и есть планы по его работе. Мы запланировали вот в этом году в связи с учреждением в 22 году Года Матери тоже отдельный план работы вот нашего музея. Будет называться проект такой «Героини нашего музея». Это героини, которые сейчас с нами здравствуют, да, с нами рядом живут. Вот, например, наша вот Данчикова Галина Иннокентьевна, Песковская Юлия Анатольевна, вице-президент республики Евгения Исаевна Михайлова, да, депутат Государственной Думы Зоя Афанасьевна Корнилова и герой соцтруда Варвара Михайловна Устинова. Мы сейчас будем работать над этим проектом, и, конечно, здесь вот должны пройти такие тематические встречи. И думаю, что это будет очень интересно с ведущими, да, и так далее. И думаю, здесь аудитория будет специально подобрана, да, для такой встречи. Вот такие планы у нас по работе этого музея в Год Матери. Приходите, пожалуйста, в этот музей. Приглашаем школьников, классные часы. Девочки, мальчики приходят, и прямо, мне кажется, они уходят отсюда: ой, когда у меня будет семья, и я вот такой буду, и я такой стану мамой. Это вообще очень хорошо, да? Счастье быть мамой. Экспозиционный зал «Материнская слава Якутии» – уникальное место, в котором должен побывать каждый.